5 марта – День национального головного убора Ак-Калпак. Официальный праздничный день в стране. Ак-Калпак – национальный головной убор кыргызов. Его форма и узоры не менялись и передавались из поколения в поколение. По ним кыргызы узнавали о возрасте и статусе владельца головного убора. Ак-Калпак в Кыргызстане заслуживает особого слова. Пусть никогда не сходит с твоей головы белый колпак. Раньше было достаточно одного взгляда на этот национальный мужской головной убор, чтобы узнать, откуда родом джигит, сколько лет ему, каков его социальный и семейный статус. Сегодня об этом удивительном и для многих утерянном языке колпака знают единицы. Многие традиции, к сожалению, не придерживаются. Даже аксакалы не всегда знают все нюансы. Каждый элемент колпака имеет огромное значение. Если, например, цвет окантовки и отворот зеленые, значит владельцу 12 лет. Орнамент по-кыргызски называется оймо. На детском головном уборе имеется 4 лепестка, которые направлены в разные стороны. Этот узор называется умайне. Его вышивали на детских принадлежностях, так как считалось, что мать Умай охраняет ребенка во сне от злых духов. Когда молодому человеку исполнялось 24 года, цвет окантовки менялся на голубой. Соответственно, менялся и узор. Он вытягивался в 2 стороны. Это означало, что обладатель колпака уже вполне взрослый и может воевать, может защищать свой дом. Еще в недавние времена достаточно было взглянуть на отворот колпака, чтобы понять, например, что джигит ищет невесту. В этом случае он надевал колпак с красными или бордовыми отворотами. Если мужчине исполнялось 36 лет, кант на головном уборе следовало заменить на коричневый, а в 48 на бежевый. Любой встречный читал: этот мужчина может подавать пример подрастающему поколению. Черный появлялся на колпаке мужчины, перешагнувшего 60-летний рубеж. Если же вдовец решался второй раз жениться, то надевал белый колпак с каймой из черного вайлока. Когда отвороты белые, а узоры смотрят вверх и вниз, это значит, что перед вами уважаемый человек, руководитель, начальник. Значение имеет и высота колпака. Чем он выше, тем большой перед вами начальник. Кочевники много не говорили. Они по головному убору издалека понимали, кто перед ним. Но не только выбор цвета рассказывал о мужчине. Разрез клиньев на колпаке давал понять, какого роду племени джигит. Разрез спереди был у представителей правого крыла, по обоим бокам левого. А вот у средних родов на кыргызском ичкелик головной убор вообще был без разрезов. А потому в Центральной Азии само ношение белого головного убора всегда было важно, как обладание чем-то священным, завещанным предками. Оригинальность и неповторимость войлочного колпака заключается еще и в том, что он универсален и очень удобен. В нем тепло в холодную погоду и прохладно в жаркую. Он легко складывается, не теряя формы, практичен. Пусть же ак-калпак, эта белая святыня, будет вечным.